Здравствуйте, в эфире НТРК «Магаз», хроника происшествий, в студии Зелимхан Калоев. Трое жителей Ингушетии подозреваются в покупке оружия для передачи террористам. В ходе предварительного следствия установлено, что в ноябре прошлого года мужчины 26, 28 и 33 лет по поручению находящегося в розыске за совершение терактов участника запрещенной в России организации приобрели огнестрельное автоматическое оружие и боеприпасы, которые хранились с целью последующей передачи участникам НВФ. Преступление было выявлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления ФСБ по республике. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК России. По ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия. Приговором Южного окружного военного суда за публичные призывы к терроризму 54-летнего жителя Малгобека оштрафовали на 350 тысяч рублей. Мужчина, являясь владельцем аккаунта в социальной сети «Одноклассники», в феврале прошлого года разместил информационные материалы, оправдывающие и героизирующие деятельность полевых командиров высшего звена запрещенной в России международной террористической организации. Фигуранту также запрещено 2 года занимать административные должности на информационных ресурсах в сети интернет. При столкновении Mercedes-Benz и Lada Granta в Назране пострадали 2 человека. ДТП произошло накануне поздно вечером по улице имени Сулумбека Асканова. Травмированные работниками Центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Детей среди участников автоаварии не было. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. В Малгобеке мужчина после дорожного конфликта пришел в дом и к оппоненту, где произошла перестрелка. История началась 2 марта около 10 часов вечера. На дороге произошел конфликт между 51-летним жителем города и 18-летним парнем. После драки мужчина 2 раза выстрелил в Ладу Приору, но на этом он не успокоился и проник ночью в дом, где находился оппонент и его 55-летний отец. Он выстрелил в них несколько раз из пистолета. Хозяин дома достал ружье и открыл ответный огонь. Разрешение на оружие у него имелось. Участники конфликта получили травмы различной степени тяжести. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, он задержан. Мужчина дал признательные показания и добровольно выдал пистолет Макарова и магазин без боеприпасов. Оружие направлено на экспертизу. За попытку сбыть сильнодействующие вещества к 4 годам колонии общего режима приговорили жителей Ингушетии. Ранее судимый 30-летний мужчина в Магасе для последующей реализации приобрел и хранил при себе пригабалин и тропикамид общей массой более 160 граммов. Препараты были обнаружены и изъяты в ходе личного досмотра осужденного сотрудниками Министерства внутренних дел Ингушетии. К 6 годам колонии общего режима приговорен руководитель общества с ограниченной ответственностью за мошенничество в особо крупном размере. Отмечается, что с 17 по 18 годы подрядчик при строительстве школы на 704 ученических места в Малгобеке по государственному контракту представил в Минстрой Республики документацию о выполненных работах, необоснованно завысив стоимость на почти 210 миллионов рублей. Помимо тюремного срока, Магасский районный суд вынес решение о взыскании с осужденного денег в счет возмещения ущерба, причиненного государству. У меня на этом все. Оставайтесь на НТРК Магаз.